Хәерле көн, хөрмәтле тамашачылар, кадерле кунаклар. Добрый день, дорогие друзья, уважаемые гости. Мы сегодня собрались по особому случаю. 120 лет татарскому поэту, великому человеку, поэту-патриоту Мусы Джалиль. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Мир вам, уважаемые братья и сестры, и благословение Всевышнего Аллаха. Действительно, воспитание, оно начинается с примера. Да? Сколько бы мы ни говорили детям на языке, да? Но лучше один раз показать, чем 1000 раз сказать. Так ведь? Именно поэтому мы с вами сегодня здесь и собрались. И вот есть такое очень замечательное народное выражение. Гласит оно то, что детей нужно воспитывать до тех пор, то есть с тех пор, как они умещаются поперек лавки. То есть, когда они еще маленькие, кишкина вакытта, с самого малого возраста, да? То есть, показывать своим примером. Вот и мы с вами тоже сегодня здесь собрались почтить память действительно выдающегося татарского деятеля и показать будущему поколению, в том числе, своим личным примером, что мы почитаем и уважаем наших выдающихся личностей. Муса Джалиль, он вечный человек. Я так считаю. Он наш великий писатель, великий поэт, великий татарин. Я в свое время работал в Союзе писателей, председателем. Когда я работал председателем, я был у президента, и тогда президентом назывался Рустам Нургалиевич, и выпросил у него деньги, чтобы заказать книги, романы о выдающихся татарах личностях. И среди них был Муса Джалиль. Среди этих вот намеченных мною наших деятелей. И я хотел написать этот роман сам. Но потом решил, думал, что народ подумает не так, так же оно бывает. И решил пока этот роман не начинать и эти деньги распределять по другим нашим личностям, по другим писателям. И в конце концов я все равно изучал историю Джалиля, собрал материалы, читал много книг, встречался с людьми, досконально изучал его биографию, его жизненный путь, творческий путь. И после того, как я ушел из Союза писателей и вышел на пенсию, и перешел, я сам детский поэт, писал с 9 лет, писал только для детей. И вот как вышел на пенсию, перешел на прозу и решил написать вот это произведение, это роман о Мусе Джалиле. Но такое желание у меня еще появилось еще в студенческие годы. Нам, когда я учился в университете, девушки нашей группы мне подарили роман Шейхи Манура Муса. Это огромная 700-страничная книга, такая толстая. В конце концов, в 2018 году я написал этот роман. Вот он, этот роман, книга «Ватан» называется. «Ватан» в переводе на русский язык «отчизна», да? И этот роман я презентовал эту книгу в филармонии в 2019 году. Песни мои, в душе я возрастил ваши всходы, и ныне в отчизне цветите в тепле. Сколько дано вам огня и свободы, столько дано вам прожить на земле. Пел я весеннюю свежесть почуя, пел я, ступая за родину в бой. Вот последнюю песню пою я, видя топор, полоща над собой. Песня научила мне свободе, песня борцом умереть мне велит. Жизнь моя песней звенела в народе, и смерть моя песней к борьбе прозвучит.
Язларым сышытып йөрәгемдә, ил кырында чәчәк атыгыз. Күпме булса сездә көч һәм ялкын, шул кадәрле җирдә хаккыгыз. Күпме булса сездә көч һәм ялкын, шул кадәрле җирдә хаккыгыз. Сездә минем бөтен тойгыларым, сездә минем керсез яшьләрем. Сез үлсәгез, мин дә онтылырмын, яшәсәгез, мин дә яшәрмен. Умирая, не умрет герой, мужество останется в веках. Это строки стихотворения Мусы Джалиля. Муса Джалиль – известный татарский поэт, герой Советского Союза, лауреат Ленинской премии, единственный поэт, удостоенный 2 высших государственных наград. Музеев в нашем городе много. Вот по улице Горького в Казани, как уже подсказали, находится музей-квартира Мусы Джалиля. Музей наш находится в жилом доме, аж даже на 4-м этаже. Под нами во всех остальных квартирах живут жильцы, соседи. И музей занимает 2 трехкомнатные квартиры. Одна из квартир мемориальная. Другая уже, 27-я квартира, к Мусе Джалилю вообще никакого отношения не имеет. Квартиру дали музею, чтобы удобнее было нам работать. Как раз именно в этой квартире у нас работает экспозиция, и она называется «Поэзия, любовь, война». Это все-таки 3 слова, которые очень емко определяют всю биографию Мусы Джалиля. А вот 28-я квартира, как я уже подсказала, она уже мемориальная. Действительно та самая, в которой поэт жил вместе со своей семьей. Вот когда к нам приходят наши посетители, они поднимаются по тем самым лестницам, по которым когда-то поднимался сам поэт. Стены те же самые, аура те же самые, можно сказать. И когда здесь жил поэт со своей семьей, эта трехкомнатная 28-я квартира была коммунальной квартирой. Ну, старшее поколение все прекрасно знают, какие квартиры у нас называются коммунальными. Но молодежь сегодня уже практически не знает про коммунальные квартиры. Коммунальные квартиры – это когда в одной квартире живут несколько семей. Так вот, Муса Джалиль тоже жил с соседями в одной квартире. И в соседской комнате, где жила другая семья, семья соседей, находится наш выставочный зал. А выставка называется «Мусаларда Кунакта». Переводится «в гостях у Мусы». Это копия, имитация той самой деревенской избы, где родился маленький Муса. Ведь все-таки каждый человек берет начало именно с малой родины, с родителей. И поэтому в нашем выставочном зале мы рассказываем о детстве Мусы Джалиля, где он учился, чем занимался, интересные курьезные моменты из его детства, и описываем татарскую избу. Но, конечно же, изюминками нашего музея являются мемориальные комнаты. 2 комнаты, которые занимал Муса Джалиль со своей семьей. А вот нашему музею повезло. Когда открывался музей, а музей открывается в 1983 году, жива была супруга поэта Эмина Апа. И она личные вещи поэта передала под фонд нашего музея. Мы всегда с гордостью подчеркиваем, что большинство экспонатов в музее подлинные, мемориальные. Одна из комнат – это рабочий кабинет Мусы Джалиля. Поэт был очень рад, что у него появился такой отдельный рабочий кабинет. Несмотря на то, что кабинет здесь, как видите, стоит кровать. Каждый день, приходя домой после работы, поэт отдыхал. 2-3 часа отдыха – это был режим дня.
Наверное, уставал. Все-таки здесь, в Казани, до начала Великой Отечественной войны поэт занимал высокие должности. Он работал в Татарском оперном театре, был заведующим литературной частью оперного театра, председателем Союза писателей Татарии и даже депутатом Казанского городского совета. Ну а после отдыха он садился за этот письменный стол, начинал писать стихи. А стол, который вы видите, это подлинный. Сам поэт купил в 1935 году в Москве в комиссионном магазине. Стол небольшой, но очень даже интересный, с многочисленными ящичками, следующий слайд, пожалуйста, шкафчиком небольшим. И если обратить внимание, они закрывались на ключ. Шутя, поэт даже говорит своей супруге: все секретные бумаги от тебя я буду хранить в этих ящиках. Значит, были свои секреты. На столе письменной принадлежности это безмолвные свидетели его поэтических строк. В нашем музее также можно познакомиться с личной библиотекой Мусы Джалиля. Следующий слайд, пожалуйста. Иметь которую он мечтал с детства. Он очень любил читать книги. Часть книг можно увидеть в книжном шкафу, как раз представлен на экране, а шкаф сам поэт купил в 1936 году в Москве, а часть на этажерке. В нашем музее мы храним 216 книг. Еще один уникальный экспонат нашего музея – это ремень самого поэта. Кажется, ремень как ремень, да? И чем он не отличается от других? Но тем не менее, для нас, для нашего музея, это очень ценный экспонат. Когда поэту пришла повестка уехать на фронт, он гулял по ночным улицам Казани с композитором Назиб Жигановым. В эту ночь они говорили о войне, о трудностях. И вот пришло время попрощаться под утро. И тогда поэт вспомнил обычай. Наши деды, прадеды, когда уходили в дальнюю трудную дорогу, обменивались с поясами, с ремнями, с тем человеком, который оставался дома. Это был знак благополучного возвращения. Вспомнив этот обычай, поэт и композитор обменялись ремнями. Так ремень Мусы Джалиля остался у композитора, потом был передан в наш музей. Вот история одного экспоната. Ну, как уже в начале нашего мероприятия сказали, то что лучше один раз увидеть и посмотреть своими глазами, чем 100 раз услышать. Конечно, мы приглашаем вас в наш музей. Двери нашего музея открыты, кроме понедельника, все остальные дни музей работает. Приходите, пожалуйста. Ждем вас. Yıllar uzak istenişten çıkmay Musa şair ismi hamanda Qayşağında Musa yaşı kibik Yeri kibik bizning arada Yarga irek birmegiz Yaşagisiz dostlar tınış ilde Soğuş gazapların görmegiz Yaşagisiz dostlar tınış ilde Soğuş gazapların görmegiz Сейчас торжественный момент. Мы сегодня запускаем проект «Красная ромашка» вместе с ресурсным центром «Опора героев», волонтерской группой «Казань с вами» и волонтерской группой «Помощь бойцам Казань. Дорога добра» и Санкт-Петербургом вместе. И к нам уже присоединились многие города. Күңелне һәм якты
мен караңғы ишеге язаклы күктә бер кашаша югары югары мин алмай миннән дә кулларым балгылы мин беләм бик татлы бу чырым соңгысы бу чырым соңгысы бу чырым соңгысы бу чырым соңгысы. Я сегодня, наверное, самый счастливый человек среди вас. То, что я рядом с вами, рядом на исторической родине Татарстан. Даже слезы вот уже вот сейчас. Как хочется быть на родине. Потому что живу на Сахалине 19 лет, уехала по комсомольской путевке, была такая активная, всегда старалась куда-то уехать. Люди уезжали на БАМ, в Воркуту, все, а я уехала на Сахалине и работаю, живу там. Уже у меня есть там внуки, поэтому живу, работаю, помогаю, поддерживаю татарскую традицию, обычаи. Поэтому благодаря Татарстану, благодаря Всемирного конгресса татар и благодаря отдельных татар, которые нам помогают поддерживать, развивать, сохранять татарскую культуру. Вот мы так живем. И это, я хотела сказать, что татарский народ, наверное, самый счастливый народ, потому что у нас есть Всемирный конгресс татар, у нас есть Татарстан, у нас есть наш президент Республики Татарстан, но сейчас уже Раис, но все равно для нас он президент. И никто, никакому народу не приезжают свои представители татар или не проводят там такие большие масштабные мероприятия, как Сабантуй. Это только у нас, у татар, нужно учиться. Все говорят, как у вас так получается, потому что каждый регион успевает приезжать в Всемирный конгресс татар, и в каждом регионе проводятся разные мероприятия. У нас очень много литературы благодаря Татарстану, благодаря Министерству просвещения Татарстана. Счет вот таких жилетов. Посмотрите, пожалуйста, наша Розалия Ханам шьет в госпиталя. Но вам не в госпиталь, а лично для вас, пожалуйста. Прям оденьте. Чтоб на Сахалине вам не было холодно. Seni tuğan dil arkalı İnelek bu telebelenen Kem bişikte kıylegen Onları dinler bu yer Kem hikayet silegen Onları Я попала в концлагерь, эвакуированная. Мою маму сожгли на моих глазах, папу повесили на моих глазах. Мне было 7 лет. Я попала в концлагерь, в лабораторию. У нас брали там уколы, кровь из вены для немецких офицеров. Кормили нас 1 раз в день бульоном. Мне было 9 лет. И когда нас освободили из концлагеря, мне было 9 килограмм. Было 9 лет и 9 килограмм. Вот такая у меня история. Демобилизован. У него была тяжелая контузия. Спасибо вам огромное. Живите, радуйте нас.
Живите долго-долго, счастливо, будьте здоровы, живите. Знаете, вот назло всем этим нацистам, фашистам. Я краю Будьте стельки для фронта, отправляю тысяч. Еще раз. Мне приносят старые шубы, я из них крою стельки для фронта. Отправляю 1700 пар отправила, и у меня еще 180 пар на отправку готово. Я... Представляете, вот у кого нам надо учиться и брать пример. Сама узница концлагерей, плюс еще волонтер. Огромный низкий поклон вам, Вера Георгиевна. Салют всем мусажерим, салют кеңеш буыннан, Равтар тапшырыр Гасима, бүтін отряд жиылған. Равтар тапшырыр Гасима, бүтін отряд жиылған. Син Жәлил туғаныбыз, син Муса ағабыз, батырлығына сықланып, жары білән рухланып, алға барабыз, үрләр алабыз, алға барабыз, үрләр алабыз. Маяк безгә Муса Жәлил, сүйіп янып яшәвек, көрәшләрдә ирегешеп, бәхет яулап яшәвек, көрәшләрдә ирегешеп, бәхет яулап яшәвек.